أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا. لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. Мы говорили о расчете, о том, как будет рассчитан верующий, а как неверующий. Сейчас давайте расскажем о подробностях. Поговорим о мизане, весах. Перед тем, как начать разговор о мизане, давайте затронем вопрос возмездия, кысаса. В этой дуне происходит много несправедливости. И не будет такого человека, которого не рассчитали бы за несправедливый поступок, который он совершил. Никто не сбежит от сотворенной им несправедливости и совершенного преступления. Непременно будет возмездие. Если в дуне его так и не произошло, оно случится в судный день. Одно из самых больших преступлений — это убийство. И как же много убийств. Сколько мусульман убивают каждый день. С древности и до наших дней. Это постоянно продолжается. Возможно, иногда счет убитых идет на сотни. Этих людей убивают. И так каждый день. Представь себе это. Кто ответит за их кровь? В судный день их убийцы будут наказаны. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в хадисе, который приводится у Аль-Бухари: первое, за что будет суд между людьми в день суда, пролитая кровь. Это самое первое. Все вопросы, связанные с кровью. Когда кого-то убили, это первое, за что людей будут судить в день воскресения. И в судный день ничего не будет потеряно перед Аллахом. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который привел Аль-Бухари: пусть допустивший несправедливость по отношению к своему брату освободится от этого. Если ты совершил несправедливость по отношению к своему брату, несправедливо обошелся с кем-то, уже сейчас быстрее иди, и пусть тот человек простит тебя и освободит. Почему? Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, продолжает: потому что там не будет ни динаров, ни дирхамов. В день воскресения не будет денег. То есть, если ты притеснил его, попрал его права, как он сможет тебя от этого освободить? Ты дашь ему денег? Но денег не будет. Есть только хорошие дела, хасанаты, и плохие, сайяты. И одно хорошее дело, знаете ли, будет дорого стоить. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: до того, как его брат заберет у него его благие дела. То есть, если ты поступил с ним несправедливо, и этот несправедливо притесненный придет и заберет твои благие дела. И это очень опасно и страшно. Хорошо. А что, если у тебя нет благих дел? У тебя нет благих дел, а ты причинил ему несправедливость. Как он сможет забрать свое право? Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: а если добрых дел у него не окажется, будет взято что-нибудь из дурных дел. Возьмут дурные дела его брата и бросят на него. Скверные дела этого притесненного и обиженного возьмут и бросят на тебя, о притеснитель. На самом деле это будет тяжкая ситуация. Поэтому пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: освободись от этого уже сейчас, до того, как придет день, когда не будет ни дирхамов, ни динаров. Также пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который привел Муслим: в день воскресения вы непременно отдадите все права тем, кто их заслуживает. Как мы сказали, все права будут исполнены. Ни у кого не затеряются его права, даже если они будут связаны с чем-либо незначительным. До такой степени, что, как сказал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, даже безрогая овца будет иметь возможность отомстить рогатой. Овца, которую бодала другая овца, отомстит в судный день. Так что можно тогда сказать о людях? Что ты думаешь о нас, людях? Все мы будем отчитаны за наши деяния. Также в хадисе, который привел Ибн Маджа и Аль-Альбани назвал его достоверным, передается, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, спросил сподвижников, которые вернулись из Эфиопии. Он сказал им: поведайте мне о самом удивительном, что вы видели на земле Эфиопии. И один из них рассказал, что однажды мимо них проходила старуха, и сзади к ней подошел юноша, поставив руку между ее лопаток и толкнул ее. А старуха несла на голове кувшин с водой. Когда она упала, этот кувшин разбился. Поднявшись, она повернулась к нему и сказала: «Скоро ты узнаешь, когда Аллах установит свой трон и соберет первых и последних, когда заговорят руки и ноги о том, что они приобрели, и ты узнаешь о моем деле и твоем у него уже завтра». Сподвижники передали, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал на это: «Она сказала правду. Она сказала правду. Как же очистит Аллах народ, который не взыскивает сильных из них в пользу слабых из них?» Сколько было разных случаев.
кто-то бьет или толкает слабого человека, человека, являющегося чужаком на нашей земле. И я лично видел много таких случаев. И эти случаи не пройдут просто так без расчета. Напротив, этот слабый сможет получить возмездие в судный день перед Аллахом. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. Не будет такой вещи, которая не была бы завершена в судный день, даже если это что-то малое. Напротив, Всевышний Аллах говорит: «В день воскресения мы установим справедливые весы, и ни с кем не поступят несправедливо». Что бы это ни было, даже если это что-то маленькое, Аллах Свят Он и Велик говорит: «Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, мы принесем его». Довольно того, что мы ведем счет. Даже если это что-то размером с маленькое зернышко, что-то незначительное. Если ты немного обидел кого-то, забрал у него 1 реал, что бы это ни было, любое малое дело, любое простое, незначительное дело, в твою оно пользу или против тебя, все это будет взвешено, все будет присутствовать там, все будет учтено. Аллах Свят Он и Велик говорит: «В тот день взвешивать будут правильно. В судный день будут весы, настоящие, материальные и ощутимые, как сказали ученые, с 2 чашами, и перевесит либо чаша с благими деяниями, и тогда ты обретешь успех и возрадуешься, либо перевесит чаша, где лежали твои грехи и плохие деяния, и в этом случае ты окажешься в убытке». Аллах Свят Он и Велик говорит: «В тот день взвешивать будут правильно. Те, чья чаша весов будет перевешивать, окажутся преуспевшими. Те же, чья чаша весов окажется легче, потеряют самих себя. Тогда тот, чья чаша весов окажется тяжелой, обретет приятную жизнь. Для того же, чья чаша весов окажется легкой, матерью станет пропасть». Откуда ты мог знать, что это такое? Это жаркий огонь. Каким будет твое положение? Спроси самого себя: какие мои деяния перевесят? Окажутся ли они на чаше благих дел, или же они будут в другой чаше, где будут плохие дела? Ты не можешь стереть все свои скверные деяния, но ты должен стремиться уменьшить их число, насколько это возможно, и увеличить свои хасанаты, чтобы они перевесили, и ты стал одним из преуспевших. Ученые много говорили о том, что будет взвешиваться в судный день. Они сказали, что будут взвешены 3 вещи. В день воскресения будут взвешены 3 вещи. Сейчас мы поговорим о первой из них. Первое, что будет взвешено, это само дело. Непосредственно само деяние будет взвешено. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который привел ат-Тирмизи, и Аль-Альбани назвал его достоверным: «Вуду, малое омовение, половина веры, а слова «Альхамдулилля», хвала Аллаху, заполняют собой весы». Из этого хадиса можно понять, что слова «Альхамдулилля» — это благое дело, взвешивается на весах. Также пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, приведенном у ат-Тирмизи, и шейх Аль-Альбани назвал хадис достоверным: «На весах верующего в судный день ничто не будет тяжелее благого нрава». فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. Вторая вещь, которая будет взвешиваться и на которую указали ученые, это взвешивание того человека, который совершал эти дела. Аллах Свят Он и Велик говорит: «Это те, кто не уверовал в знамение своего Господа и во встречу с Ним. Тщетны будут их деяния, и в день воскресения мы не отпустим им никакого веса». Этот человек будет взвешен. И представь себе, придет какой-то человек. Возможно, в этой дуне он занимал какую-то важную должность. Его имя было известно, он обладал влиянием и силой. И когда его взвесят, окажется, что у него нет никакого веса. И в день воскресения мы не отпустим им никакого веса. Вообще никакого. Ни ему, ни другим ему подобным. Субханаллах. Так что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, как это приводится в хадисе из Сахиха Аль-Бухари: «В день воскресения приведут важного, тучного человека. Это будет большой, тучный человек. И окажется, что перед Аллахом он будет весить как комар? Нет, даже не как комар. Перед Аллахом он окажется легче комариного крыла, несмотря на его тучность и важность. Он будет весить легче крыла комара». Он сказал: «И прочтите слова Аллаха, и в день воскресения мы не отпустим им никакого веса». فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. Третий вид взвешивания — это когда будут взвешены свитки с деяниями. Все деяния будут записаны в свитки, и затем будут взвешены. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который привел Ибн Маджа, и шейх Аль-Альбани назвал этот хадис достоверным: «В день воскресения призовут одного человека из моей общины на виду у всех творений. Перед ним раскроются 99 свитков, каждый из которых простирается настолько, насколько простирается взор». Представь себе это. Посмотри, насколько простирается твой взор, и каждый свиток будет размером с это расстояние.
и все они будут исписаны его грехами и тем, как он ослушался Аллаха. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: затем Всевышний Аллах скажет: отрицаешь ли ты что-либо из этого? И он ответит: нет, о Господь. Аллах спросит: допустили ли мои песцы-хранители несправедливость к тебе? И он ответит: нет, Господи. Затем его спросят: есть ли у тебя какое-нибудь оправдание? Есть ли у тебя какое-нибудь хорошее дело? И человек будет бояться и ответит: нет. И Аллах, свят он и велик, скажет: это не так. У нас есть твои праведные дела, и с тобой сегодня не поступят несправедливо. О Аллах, посмотри на наищедрейшего из щедрых. Аллах, свят он и велик, справедлив. Если у тебя было какое-то благое дело, Он покажет его тебе. Даже если ты совершил все грехи этого мира. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: после этого будет извлечена карточка. Посмотри на все эти свитки, которые занимают собой расстояние взора. 99 свитков. И перед ним достанут всего одну карточку, в которой будет написано: свидетельствую, что нет никакого божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад его раб и посланник. И этот человек скажет: о Господь, что такое эта карточка по сравнению с этими свитками? То есть как она вообще мне поможет? Свитков много, а карточка маленькая и одна. И Аллах, свят он и велик, скажет: поистине с тобой не поступят несправедливо. И свитки будут положены на одну чашу весов. 99 свитков, каждый из которых занимает расстояние взора. И в них написаны только грехи. Все они будут положены на одну чашу весов, а карточку поместят на другую чашу. И что произойдет? И свитки окажутся легкими, и перевесит карточка. О Аллах, посмотри, как одна эта карточка перевесит. Это щедрость Аллаха, свят он и велик. Когда кто-то придерживается таухида, единобожия, от всего сердца, такой будет его награда с соизволения Аллаха. И в целом, как мы сказали, деяния будут взвешены тремя способами. Будет взвешено само дело, сам человек или свитки с деяниями. Ученые говорят, что все это может взвешиваться вместе, то есть дела будут взвешиваться со свитками и с самим человеком. Это будет великий день. И мы обязательно должны утяжелить наши весы в этот день. Давайте закончим на этом хадисе, чтобы узнать некоторые способы или определенный путь, которым мы сможем утяжелить наши весы в судный день. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который привел Аль-Бухари и Муслим: есть два слова легких для языка, тяжелых на весах, любимых для Аллаха, Ар-Рахмана. Субханаллахи аль-Азим, Субханаллахи ва бихамди. Так давайте почаще повторять два этих слова. На следующей серии мы с соизволения Аллаха поговорим о водоеме, хауде, и о том, как люди придут к водоему. Я прошу Аллаха, свят он и велик, утяжелить наши весы в судный день. На этом все, и Аллах знает лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا